есть ли секретная информация, которая вот, ну, вроде она хранится, но не для всех? Конечно. Вообще нужно понимать, что архивы долгое время находились в структуре НКВД. И, естественно, у них есть очень много информации, которая ограниченного доступа, но есть еще и отдельные пласты. Это все, что касается личных данных. Безусловно, это в соответствии с защитой персональных данных. Эту информацию можно будет получить только в той ситуации, если вы подтвердите право доступа к этой информации. Поэтому, безусловно, но есть еще у нас и фильтрационные дела, то есть это дела, которые связаны с 30-ми годами, 30-40-е годы. У них, безусловно, тоже до сих пор есть режим секретности. В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня к нам на кухню мы пригласили председателя Государственного комитета Республики Татарстан по архиву Ираду Хафизяновну Аюпову. Встречаем! Здравствуйте, Ирада! Ислам, доброе утро, и хотелось бы сразу вам передать наш кустаняш. Это календарь, который посвящен теме генеалогии. Это изучение истории своего рода. Большое спасибо. Ну и спасибо. На всякий случай, вдруг вам будет интересна история, мне хотелось бы подарить наш журнал «Эхо веков», в котором отражена основная наша деятельность и представлены статьи о наших документах. Ирада Аюпова, председатель Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу, заслуженный экономист Татарстана. Окончила Азербайджанскую государственную нефтяную академию по специальности инженер-математик, затем юридический факультет Татарского института содействия бизнесу. Трудовую деятельность начала инженером-программистом на Нижнекамск-Шина. После переезда в Казань пришла на работу в Комитет поддержки предпринимательства, прошла путь от начальника отдела до председателя комитета. Затем работала начальником отдела в Министерстве экономики Татарстана. Ирада Хафизяновна около 5 лет была первым заместителем министра культуры Республики Татарстан. В 2015 году пришла на работу в Главное архивное управление при Кабинете министров республики. Ирада, расскажите нам, пожалуйста, с какими рецептами вы пришли? Я родилась в Азербайджане, поэтому я пришла с рецептом, который объединяет азербайджанскую кухню и татарскую кухню. В татарской кухне этот рецепт называется тулма. В русской это, кстати, голубцы, да. Но в азербайджанской кухне это называется долма. Вот. Но параллельно, поскольку сегодня очень многие выращивают на своих грядках. Вы не поверите, у меня они, кстати, в прошлом году тоже росли. Баклажаны. Но мало кто знает, что с ними делать. Для этого нам понадобится духовка. Духовочка включена. Да. И, посуда. Соответственно, посуда. То есть мы сейчас уже начинаем, да? Мы уже начинаем. Пока мы разбираемся с тулмой, мы кладем 2 баклажана и отправляем их прям без воды, без ничего. Отправляем их в духовку. Вот такой простой рецепт. Ну, да, но это еще не все. Это еще не все. Да. Там он будет находиться минут 15, до тех пор, пока он не спечется достаточно хорошо. Ну и приступаем к нашему основному блюду – тулме. Для этого нам понадобится фарш. Фарш желательно, чтобы он был не постный. И в идеале, конечно, это фарш из 2 видов – мясо, говядина и баранина. И добавляем сюда лук мелко нарезанный. Его надо мелко нарезать. Это мелко нарезать, да. Отлично. Добавляем зелень. Это элемент восточной уже кухни. И я вижу мяту. Да, это мята. В Азербайджане называется нане. Нане. Это горная мята. Добавляем кинзу. И чуть-чуть укропа. Ну, укроп это уже дань так, нашей территории. Какие еще, Ирада, расскажите нам, пожалуйста, блюда вы готовите и как часто готовите? Я очень люблю готовить, и в нашей семье мы готовим как блюда традиционной татарской кухни, блюда азербайджанской кухни, так и современную европейскую кухню, особенно то, что касается блюд из рыбы. Но, тем не менее, есть и картошка. Я очень люблю кыстыбый готовить по утрам, иногда бывает такое. Или бялеш, например, где тоже используется картошка. Но мы часто в последнее время еще готовим бялеш из полбы, потому что полба, она, конечно, очень такая трудоемкая в приготовлении, но, тем не менее, она очень полезная. И достаточно часто мы заменяем полбы и другие продукты питания. Например, у меня был опыт приготовления плова с полбой. Тоже получилось достаточно вкусно. Такое мы еще не готовили. Зелень я уже положила. Лук сейчас тоже будет готов скоро. Сюда мы будем еще добавлять рис, поэтому нам, конечно, понадобится миска чуть-чуть побольше. Так, миска чуть побольше у меня припасена. Пожалуйста.
Кстати, рис, я вижу, что вы его не отварили, просто помыли. Да, он, Ведь многие отваривают. объясняю, на самом деле в рецепте у Ахмедзянова рис слегка отварен. Но мы же говорим наши собственные рецепты. Ага. Вот, так получается, что в нашей семье мы рис никогда не отвариваем. И степень готовности голубцов мы определяем в том числе по готовности риса. Лучок у нас готов. Мгм. Принимайте. Спасибо большое. Так, мне нужно, ну, в принципе, я это рукой могу положить рис. Мгм. Где-то полстакана должно быть риса. Его очень много быть не должно. Все-таки мы же делаем голубцы с мясом, а не с рисом, правда? Так, соль, Соль. чайную ложку, Я 2, думаю, что 2 здесь надо будет, потому что И рис же перец. у нас еще увеличится. перец И давайте. перец. Все достаточно. Достаточно. И водички. Мне нужна Так, водичка. добавим водички. Для того, чтобы мы могли это все перемешать. И, естественно, все перемешиваем вручную. Да, конечно. Фарш у нас готов, и мы приступаем к подготовке овощей, которые мы будем фаршировать. А вообще традиционный, безусловно, татарский рецепт, он предполагает только использование капусты. Я попрошу вас сейчас вот эти листики так, капусты нашей Отсоединить, открепить. Кроме капусты мы будем использовать, мы возьмем еще баклажан также, пару помидоров и пару болгарских перцев. Итак, ну а сейчас наконец-то поговорим о той теме, ради которой вы к нам сегодня пришли. Про архивное дело, про этот комитет. Расскажите, пожалуйста, вот сколько ему вообще лет и основные сферы деятельности. Ну, комитету нашему, конечно, меньше года, а вот архивам Республики Татарстан, архивам. архивной службе Республики Татарстан в будущем году исполнится 100 лет. В 2018 году у нас будет 100 лет. 100 лет. Но надо сказать, что это именно с точки зрения архивов как института, потому что архивы, безусловно, существовали с самых ранних времен, и есть глиняные таблички, которые по сути своей представляли инвентаризационную перепись, которым более 4000 лет. То есть первая информация, первые такие архивные документы в мире, они имеют многотысячную историю. В наших же фондах хранятся документы, которым, самому раннему документу получается почти 1000 лет. То есть это 11-12 век. Это арабская грамматика Сибавайхи. И это самый ранний наш документ, он включен в перечень, в реестр уникальных документов Российской Федерации, и это наша гордость. Но кроме того, у нас есть много других интересных документов. Например, есть потрясающий, это просто произведение искусства, потрясающий документ, жалованная грамота за подписью Павла I, когда он жаловал братьям Баратынским земли. И вот эта вот грамота, она сама по себе, она очень красивая. Вот у меня вопрос, а эти вот экспонаты древних можно увидеть вообще? Мы периодически... Или о них только можно услышать? Нет, мы достаточно часто проводим выставки. У нас есть выставочный зал и в нашем Гошкомитете, и, соответственно, есть выставочные залы в зданиях наших архивов. Так, кстати, с вашего позволения, мы листочки Да, мы опускаем в опускаем. кипяток. Воду надо чуть-чуть посолить, и в кипящую воду мы на 2-3 минуты опускаем капусту. То, что касается баклажанов. Баклажан разделила на 2 части. Что я делаю? Я вот формирую такую шляпку, которая будет прикрывать фарш. Если вновь говорить о древних документах, да, ваших архивов, как вы их сохраняете? Вот как сохранить 100-летний документ? Это же все на бумаге, скорее всего, да? Да, у нас пока на сегодняшний день основная масса документов это на бумаге. Хотя нужно понимать, что с появлением кинематографа, фотографии у нас очень большой массив информации хранится. Есть кино- и фотодокументы, то есть информации на видеопленках, на фотографиях и так далее. Но, к сожалению, можно констатировать, что старые документы, старую бумагу сохранить сегодня проще, чем документы 20 века, потому что качество бумаги, оно очень сильно изменилось. А вот ваша цель как председателя Государственного комитета по архивным делам в чем состоит? Я сегодня вам подарила календарь, и там вы видите вот такую 100-ю открытую информацию. А бренд наш, он имеет свою философию, опираясь на глубину седых веков. У нас нижний элемент, он в оригинале серебристый. Мы вписываем золотые страницы дня сегодняшнего.
это вот нынешняя вот эта вот Мгм. То есть составляющая, и слева это открыты нынешний. для созидания будущего. То есть нужно понимать, что архивы – это не архивирование, это не законченный процесс. Это жизненный цикл любого документа, будь ваше свидетельство о рождении, там, я не знаю, о регистрации брака. Просто он в финале он поступает на хранение в архивы. И вот наша задача, во-первых, обеспечить, чтобы наша жизнь, наша история, она была максимально полной и достоверно представлена в архивных документах. Стараемся, чтобы комплектование архивов происходило таким образом, чтобы мы все, что касается нашей сегодняшней жизни, могли нашим потомкам передать. Ну и, конечно же, мы стараемся использовать тот ресурс, который у нас есть в наших архивах для воспитания поколения, для удовлетворения их потребностей в самоидентификации. Ведь фактически каждый человек, он имеет право знать о том, откуда он, То есть каковы любой его может корни. обратиться к вам и узнать информацию о своих предках. Да. Вот я хотела показать, что у нас получилось. То есть мы сделали такие коробочки из помидоров, из баклажанов, И с и с перчиком. перцем. Перец и баклажан мы тоже будем бланшировать, капусту нам То есть сейчас капусту надо уже можно вытащить. Да. забирать? И я принесла еще виноградные листья. В Азербайджане очень модное блюдо – это долма из виноградных листьев. Кстати, в России я пыталась сделать это из конского щавеля. Тоже получается достаточно, кстати, вкусно. Почему? Потому что и виноградные листья, и щавель, они имеют вот эту вот кислинку единую. Вот. Так, опускаем овощи. Да, мы кидаем болгарский перец. Вот кидаем. такой овощной суп готовим. Ну, почти. Почти. Да, и крышечки тоже от болгарского перца. Так, вот кастрюлька у меня готова. Да, мы сюда кидаем, тоже чуть-чуть надо посолить, буквально чуть-чуть. И мы кидаем буквально тоже на пару минут промытые, можно замоченные виноградные листья. Фарш у нас готов, капуста у нас готова. Крупные голубцы я не люблю, я люблю голубцы мелкие. Поэтому мы разрежем пополам. Как же вы все это заворачиваете? Заворачиваю традиционно. Традиционно, Здесь ничего здесь нет никаких такого, секретов да, нету. секретов нет. Вот, то есть он заворачивается и формируется. И нам нужно блюдо, куда это мы все будем выкладывать. Так, пожалуйста. Мы кладем наши полуфабрикаты. Процесс пошел. Ирада, позвольте мне задать вопрос, который, мне кажется, и зрители тоже очень интересует. Вот куда можно обратиться, и любой ли человек может прийти узнать информацию о своих предках? Человек может узнать любой, но нужно понимать, что исследование своего рода – это достаточно длительный процесс. В архивах сегодня хранятся документы, которые метрические книги, которые ранее 1920 года. До этого даже 1916, если быть более официально, более точным. После 16 года информация хранится в ЗАГСе. Поэтому первично вам нужно обратиться в ЗАГС и найти, получается, дату рождения, фамилию, имя, отчество, место рождения ваших бабушки и дедушки. Ну и, соответственно, после этого вы приходите в архив, и в архиве вам уже будет организован поиск по метрическим книгам. То есть нужно просто понимать, в этом году, кстати, у нас год столетия ЗАГСа, и столетие ЗАГСа, оно предполагает абсолютно иную систему регистрации гражданского состояния людей. Раньше брак был церковный. Информация прописывалась в специальных книгах. И вот эта вот источниковая база, она хранится у нас в фондах. По православным метрическим книгам там вопросов нет, потому что русский язык, он читаем. То есть, в принципе, вы можете... Я думаю, что надо вытаскивать, кстати. Всё, да? Да. По православным книгам, это тоже сюда можно будет положить. По православным книгам эта информация читаема. В принципе, любой человек, придя в читальный зал архивного фонда, он может вот в этой православной книге, метрической книге, он может найти информацию про своих предков. Там будет записано, в чьей семье этот человек родился, когда был крещен и так далее. По магометанским книгам это сложнее сделать. Почему? Потому что магометанские книги, они написаны в старотатарской графике. Вообще, нужно понимать, что татарский язык, он сегодня... Современный такой. Да, он вот, не всегда был на кириллице. Он был до кириллицы, он был на латинице, до латиницы он был на старотатарской графике. Когда-то это было руническое письмо. Были документы, которые в уйгурской символике, в уйгурской графике написаны. То есть в любом случае это язык его графика, она тоже меняется. И вот сложность для человека, который будет заниматься изучением своих корней, я думаю, что
тоже. Тут тоже Виноградный надо, лист да. тоже можно убирать. То есть люди, которые занимаются исследованием своих корней, у них будет проблема именно с тем, насколько они понимают вообще старотатарский язык. Специалистов, которые читают старотатарский язык, не так много в республике. Но они есть. Они есть. Мы закончили с вами начинять Нет, капусту. это вы закончили. Для меня Но это, она я очень посмотрел, нежная, она сложный очень процесс. нежная. Но вот эти Ну, овощи да. я смогу. А я пока начну начинять долму. А есть ли секретная информация, которая вот, ну, вроде она хранится, но не для всех? Конечно. Вообще нужно понимать, что архивы долгое время находились в структуре НКВД. И, естественно, у них есть очень много информации, которая ограниченного доступа, но есть еще и отдельные пласты. Это все, что касается личных данных. Безусловно, это в соответствии с защитой персональных данных. Эту информацию можно будет получить только в той ситуации, если вы подтвердите право доступа к этой информации. Поэтому, безусловно, но есть еще у нас и фильтрационные дела, то есть это дела, которые связаны с 30-ми годами, 30-40-е годы. И у них, безусловно, тоже до сих пор есть режим секретности. Мы сегодня все живем на пороге 4-й промышленной революции, и когда самые ценные ресурсы – это информация. Вот архивы – это как раз хранители этой информации, поэтому у нас много богатства. Ирада, все у нас готово, и можно уже запускать, как говорится, на готовочку. Да, здесь есть несколько секретов. Давайте. Во-первых, вот блюдо, где у нас был фарш, я его не буду мыть. Мы И не слили, буду кстати, сливать водичку. ту воду, в которую мы бланшировали Да, мы наши перелили. овощи. То есть вот этот овощной Да, бульон добавляем да, в посуду, где у нас был да. фарш, Берем вот эту вот казанчик наш. казанчик и начинаем укладывать наши голубцы. Отдельно голубцы и овощи укладываем, и отдельно выкладываем долму. Для Так, долмы давайте мы для тоже долмы я буду в аналоги- маленькую да, кастрюльку. аналогично. Вы выкладываете в маленький. То есть наша задача максимально плотно выложить это, эти наши голубцы, долму в кастрюлю в произвольном порядке, так чтобы вкусы перемешались. Дальше что мы делаем? Мы берем с вами тарелки и накрываем плотненько нашу пирамидку и заливаем осторожно по краям. Мы с вами вот то, что овощи были, нужно будет доложить. То есть сердцевину Да, да, баклажанов и помидор. Ставим мы все это на плиту, и мы, соответственно, забываем минут на 30-35, до тех пор, 30-35 минут. пока не сварится рис. Включаем плиту, а после небольшой паузы приготовим еще одно интересное блюдо. Тулма. Заранее подготовили овощи. Капустные и виноградные листы несколько минут бланшировали в подсоленной воде. У баклажанов, болгарского перца и помидоров срезали крышечки и аккуратно освободили их от сердцевины. Перец и баклажаны также пробланшировали. Мясной фарш смешали с рисом, мелко нашинкованным репчатым луком и рубленой зеленью. Приправили солью и перцем, хорошенько перемешали. Одной частью фарша наполнили подготовленные овощи, а вторую часть завернули в капустные и виноградные листы в виде конвертиков. Подготовленную тулму плотно уложили в казан, залили овощным бульоном и варили 30-40 минут. Это программа «Секреты татарской кухни». Мы продолжаем. Напоминаем, мы сегодня готовим с председателем Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу Ирадой Аюповой. Ирада, большое спасибо, что к нам пришли. Много интересной информации мы услышали про архивы. И самое главное, мы практически приготовили два блюда. Это толма и фаршированные овощи. А сейчас у нас еще осталось время приготовить баклажаны по вашему оригинальному рецепту. И мы их сейчас, Вытаскиваем. да, из духовочки, где они у нас минут 15-20 томились при температуре 160 градусов. Что делаем дальше? Прошу. Что нам нужно сделать? Нам нужно очень аккуратно Как красиво у вас получается. снять верхний слой. То есть фактически мы запекли баклажаны. С Можно, кстати, и баклажанами. мне дать какое-нибудь задание, чтобы вы- потом не да, говорить, что да, Ирада да, готовила да, сама. Да, извините, пожалуйста. Что нам еще понадобится? Нам нужно будет налить сюда кипятка. Затем мы положим наши помидоры. 2 помидора. Я бы еще, наверное, один все-таки добавила. 3 сюда. помидорчика. 3 помидора, потому что баклажанов у нас много. 3 помидора мы положим на пару секунд в эту Я так понимаю, горячую воду. задача снять кожицу с них. Абсолютно верно. После этого точно так же надо будет сдобрить горячим кипятком наш перец болгарский. Да. Дорогие друзья, лето в самом разгаре, и мы представляем рубрику «Готовим на природе», где известные шеф-повара нашего города делятся своими кулинарными секретами.
Сегодня я приготовил интересное блюдо, так называемое джамбалая по-кривойски, что представляет из себя морепродукты и рис. Я достал креветки, достал гребешки, мидии, ракушки вонголи и гигантские дальневосточные креветки батан. Рис использовал басмати. Я готовлю блюдо всегда одинаково. Надо взять продукт, набросать его куда-нибудь, в чем я готовлю, перемешать и довести до готовности. Все, вот такой рецепт. Конечно, когда это блюдо я готовил, я напевал песню «Сияй, Ташкент, звезда Востока». Но в голове-то я думал, что это все-таки плов по-атабаевски, если можно так его назвать, поскольку известное наше рыбное место – это Атабаево. Если у вас есть казан, это блюдо может приготовить любой человек. Маленько обжарить морепродукты, добавить специй, риса, блюдо готово. Мы подготовили все ингредиенты для нашей закуски. Перчики, баклажан, помидорчики, очистили их от кожуры. Так, давайте сейчас я это все порежу, и вы ознакомите нас с книгами, которые вы принесли к нам в студию. В наших архивах на самом деле не только архивные документы. В этом году Россия отмечает столетие книжной палаты. Вот в Республике Татарстан долгие годы тоже была книжная палата, и в 2016 году мы отметили ее 90-летие. И фонды этой книжной палаты, они сегодня тоже находятся у нас в архиве «Печати». Архив «Печати» — это организация, которая собирает все то, что издается на территории республики. Кстати, мы еще и собираем обязательный экземпляр всего того, что производится в части аудиовизуального контента, то есть это и телерадиопередачи, надеюсь, что вы тоже к нам когда-нибудь попадете. Дай бог. Вот. И аудиозаписи, радиопередачи. И вот я принесла книжки, которые у нас есть в архиве «Печати» и связаны с кулинарией. Ну, здесь, конечно, 22 года это в большей степени книга, касаемая организации, скажем так, питания татарских столовых. И она, как вот я вот говорила, на старо-татарском языке, это арабская вязь. Ну и, конечно же, большой комплекс изданий Ахмедзянова, где, кстати, тоже, и это тоже он. Это книга 59 года, эти книги попозже, но и вот уже современное издание Юнуса Ахмедзянова, оно тоже вышло на русском, на татарском языках. И здесь тоже есть это блюдо тулма. Я вам помогу? Обязательно. Это повлияет и на скорость, и, я так думаю, на качество блюда. Рад, я думаю, наш архив Татарстана тоже шагает ногу со временем, и у вас все, наверное, максимально компьютеризировано. Ну, конечно, у нас с внедрением электронного правительства большое количество документов создается сразу в электронном виде. И сегодня весь мир озадачен вопросом, как же это сохранить. Вот сейчас идет общая мировая проблема – это унификация форматов хранения и стандартизация системы хранения. Потому что документ нужно не только сохранить, но нужно еще уметь его прочесть через многие-многие десятилетия, столетия. Ведь, в принципе, по закону, хранение архивной информации, оно вечное. На что мы очень надеемся. Ну, мы тоже очень надеемся. И сейчас в нашей закуске мы добавляем чесночок мелко нарезанный и Зелень. Чем же будем зелень. заправлять? Чуть-чуть масла оливкового, да, буквально 1,5 ложки. И мы добавим еще сюда уксуса. И соль. Да, соль, перец, конечно. Но просто надо понимать, Почему что уксус он придаст еще дополнительную такую остроту этому блюду, хотя можно, в принципе, ограничиться и лимонным соком, кто как любит. Вот такая у нас получилась нарядная закуска. Тулма у нас, я уверен, тоже получилась нарядной, поэтому давайте пробуем. Закуска из баклажанов. Баклажаны запекли в духовке в течение 20 минут при температуре 160 градусов, после чего достали и очистили от кожуры. Баклажаны, болгарский перец и помидоры нарезали кубиками, добавили измельченный чеснок и рубленую зелень, приправили специями, оливковым маслом, уксусом и хорошенько перемешали. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш канал на YouTube, на который, я думаю, вы тоже подписались. Конечно. Там все программы, все рецепты, в том числе наш выпуск будет тоже на YouTube. А мы пробуем. Бисмилля рахман рахим. Подождите. Нет, Обычно я хочу традиционно, традиционно, это, конечно, заливалось сметанкой. Ну,
мы же говорим про здоровый образ жизни, поэтому мы поменяли сметанку На катык. на катык. И можно полить Прям вот всю эту красоту чуть-чуть заливать, да? так вот просто, для Давайте. того, чтобы добавить кислинку. А я буду запивать тогда со стаканчика, если вы не против. Так, ну пробуем. Мне интересует все-таки начинка, сочетание вот мяты и всех остальных трав. Внимание. Ирада, очень вкусно получилось. Действительно, вот такую тулму я ни разу не ел. Все-таки вот эти нотки, которые мы добавили в наш фарш, они дают о себе знать, и блюдо очень оригинальное и вкусное. Молодцы. Спасибо. Но сейчас мы еще попробуем, конечно, все-таки вот хочется попробовать мне нашу закуску, которая, как вы сказали, прекрасно сочетается с тулмой. Закуска, кстати, тоже очень оригинальная. И вот то, что мы добавили перчик, добавил такой действительно остроты. Прекрасно все сочетается. Не верите? Попробуйте сами. Большое вам спасибо, что нашли время в своем плотном графике прийти к нам на кухню. Спасибо за очень интересную информацию. Я думаю, она была полезна нашим зрителям, как и полезны эти блюда для каждого из нас. Готовьте вместе с нами каждый день на канале ТНВ. И До добро новых встреч. пожаловать в архив. Добро пожаловать в архивы. Пока-пока.